Я являюсь дочерью Кучербаева Рапуцена Тулебаевича, единственного учредителя и директора ТО «Завод ЖБ-25». Данный завод занимается производством железобетонных изделий с 1996 года. Мой отец является, можно сказать, самым старым директором в городе Актюбе, который поднял производство с нуля. Начинал с того, что не было света, не было сотрудников, и при свечах он открывал чертежи, являясь по профессии инструктором, инженером-инструктором. Он, инженером-конструктором, закончил Агрологический технический институт. Он, получается, с нуля поднял. До 2017 года численность работников было 500 человек. На данный момент, несмотря на проблемы, официально сейчас трудоустроено 125 человек в данном ТО. Хочу начать с высказывания нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В слышащем государстве каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным от любых проявлений самоуправства, самодурства и некомпетентности со стороны чиновников. От таких чиновников мы будем решительно избавляться. Но на самом деле, что происходит в городе Актюбе? Мой папа, Кучербаев Рапуцен Тулебаевич, сейчас находится второй месяц уже в СИЗО. По надуманному, фиктивному заявлению несостоявшегося лжеучредителя Туяковой Марии Ковродиновны, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе, то есть она пенсионер, но она занимала до пенсии должность директора различных банков второго уровня. Это Казкоммерцбанк, Тимирбанк, ныне Фортебанк. Значит, в предпенсионном возрасте она решила заняться рейдерством. На сегодняшний день мы уверены, что за ней стоят чиновники высокого ранга. Об этом я сообщу сейчас позже. Хочу сказать вот о сути дела. Почему он сейчас находится в СИЗО? 29 декабря 2021 года его приговорили к 5 годам лишения свободы с учетом амнистии, 2 годам 6 месяцев за якобы неуплату налогов. Директор, единственный учредитель, который работает с 1996 года бессменно, более 25 лет оплачивал налоги, а за 2014 год якобы не оплатил. Хотя по фактам имеется независимая экспертиза о том, что задолженности нет, наоборот, есть переплата. У меня в руках вот лицевой счет на сегодняшний день, вот 18 февраля 2022 года, УГД по Житомирскому району. Здесь все по нулям, и в конце есть вкладка, где все налоги, переплаты вот идут. Значит, по обязательным пенсионным взносам переплата 14 миллионов, по налоговым платежам 6 миллионов, то есть тут видно, предоставим ближе. Несмотря на факты того, что отсутствует задолженность, и директор сейчас находится в СИЗО, я считаю, будет правильно сейчас озвучить вообще причины, по которым он сейчас там находится. Завод, он сейчас нигде не заложен, активы свободные, то есть нету никаких ограничений, и он очень привлекателен для многих, так скажем, чиновников, которые не занимаются своими прямыми обязательствами, а занимаются рейдерством. Более подробно... Вы просто дайте небольшую хронологию, чтобы было понятно. То есть из-за чего? То есть вы говорите, что женщина заявление писала, пыталась у вас бизнес отнять, да. Но там же участвует еще налоговая служба. С чего началось? Почему решили возбудить дело? Потом, кто возбудил дело и как дело дошло до суда и почему суд приговор? Хорошо, поняла. Значит, с 2015 года со стороны Туяковой были попытки рейдерства, но благодаря рассмотрению в кассационных инстанциях, в Верховном суде, и представлению председателя Верховного суда Асанова, доля была в размере 50% возвращена моему отцу Кучербаеву Рапуцену Тулебаевичу. То есть она фактически была номинально на бумаге учредителем.
Но несмотря на такие факты и имеющиеся постановления судов всех инстанций, вступивших в законную силу, ДЭР Актюбинской области, это Департамент экономических расследований, 1 мая 2020 года возбуждает уголовное дело по фактам неуплаты, это статья 345, часть 3, то есть это тяжелая статья, по которой якобы крупная сумма неуплаты. Но на самом деле на момент возбуждения и по сегодняшний день никакой задолженности нету. Если бы была задолженность, завод бы не мог существовать, не мог бы выплачивать зарплату 125 людям, не мог бы своевременно оплачивать налоги. Но ДЭР и прокуратура области данный факт никак на них не влияет. Мы сколько раз обжаловали, у нас имеются ответы за подписью первых руководителей, это прокуратура области, даже Генеральная прокуратура. О том, что объясните, как получилось, что уголовное дело возбудили? На основании чего? На основании заявления Туяковой, которая пишет на имя следователя заявление, надуманное то есть там такого содержания. Я слышала от самого Кучербаева, то есть нету никаких фактов, абсолютно отсутствуют какие-то правовые акты, но почему-то ее заявление принимается, куируется и дальше приобщается к материалам уголовного дела. В приговоре судьи Куанышева ссылка идет на то, что якобы имеется экспертиза, сделанная 30 ноября 2020 года. Как эта экспертиза появилась? Значит, УГД по Житомирскому району города Алматы, куда мы относимся, зарегистрированы, они одиночным реестром начислили, можно сказать, нарисовали своими словами два налога, это КПН корпоративный и НДС. На основании данных действий значит, ДЭР производит экспертизу, по которым говорит о том, что имеется задолженность. Далее, когда мы узнали об этом, мы обращаемся с письменным заявлением на имя руководителя УГД о том, что это незаконно, просим убрать, stornировать. Но они нам отказывают, мы обращаемся в суд. Постановлением Алматинского городского суда 22 апреля 2021 года действия должностных лиц УГД по Житомирскому району признаны недействительными. И было написано, чтобы они устранили. В мае 2021 года УГД устранила данный факт согласно постановлению. Спустя 6 месяцев, 22 ноября 2021 года, ДГД обжаловал данное, но Верховный суд оставил в силе постановление. То есть на сегодняшний день, имея постановление гражданских судов, вступивших в законную силу, суд номер 2 города Актюбе по уголовным делам, судья Куанышев, он, несмотря на данный факт, не упоминает ни одно слово в своем приговоре, но зато ссылается на экспертизу ДЭР, сделанную 30 ноября, где она... То есть, смотрите, получается, на основании липовой, по сути, справки от налоговых органов возбуждают уголовное дело на человека, это уголовное дело передается в суд, и на основании этого дела выносят обвинительный приговор в отношении вашего отца. Да. 12 июля 2021 года следователь Уразалиев, следователь ДЭР, выносит обвинительный акт на утверждение прокуратуре области. И на тот момент у нас было постановление о том, что у нас нет задолженности, у нас лицевые счета все по нулям, то есть нет основного долга. Но несмотря на это, прокуратура за подписью зама Рахметова подписывает данный обвинительный акт, и в общем, дело поступает в суд. За время с 2020 года мой отец перенес 4 операции, 2 из них в нейрохирургии на головной мозг, и ему присвоена инвалидность 3-й степени. Несмотря на эти все факты, суд не учел факт того, что он болеет, что у него инвалидность, и что ему требуется реабилитация и определенные условия. Его отправляют в СИЗО. На данный момент я хочу заявить, после моей презентации, после моего заявления, после моей публикации и привлечения общественности, я хочу предупредить КУИС и вообще кто-либо, кто имеет к этому отношение, если с моим отцом что-либо случится, я буду считать, что это ответка за то, что я сейчас выступила и огласила данный факт. И я бы хотела, чтобы общественность и президент, который обращается, можно сказать, после январских событий каждую неделю к народу, чтобы все-таки вы услышали, что происходит в регионах, в частности в городе Актюбе, что
мое нынешнее выступление – это вынужденная мера, потому что мы уже устали бороться. Мы, получается, завод, вот, например, вчера я просмотрела ссылку, да, Санжара Букаева, что он хочет создать новую партию на мыс. И одним из задач он ставит создание заводов для трудоустройства работников, потому что у нас молодежь не трудоустроена. Однако у нас существует завод 96 года, и нет, чтобы он процветал дальше, и просто дать работать органы, да, в лице ДЭР, налоговая УГД Актюбе, ДГД Актюбинской области, прокуратура Актюбинской области, они не дают нам работать. Они всячески с 2017 года препятствуют нашей работе всякими проверками незаконными. То есть они просто душат бизнес. И я так понимаю, что этот завод, он очень привлекательный для кого-то. На сегодняшний день у нас есть эти имена, но в силу того, что я надеюсь на справедливое разрешение данного дела, так как апелляция назначена в четверг, 24 февраля, я надеюсь на то, что суд разберется и увидит, что мой отец не виноват, и он будет оправдан, потому что при наличии таких фактов, как отсутствие задолженности, он приговорен. И я хочу еще сказать, что вот у нас сегодня даже есть еще одна справка, где мы запрашиваем, бухгалтер запрашивает об отсутствии задолженности в УГД города Актюбе. Там пишет, что невозможно предоставить в связи с отсутствием налогоплательщика по данному УГД. Но, несмотря на данные факты, ДГД города Актюбинской области является истцом по уголовному делу, и взыскали 167 миллионов. И я бы хотела вот сейчас обратиться к нашему юристу, который защищал в гражданском порядке наши постановления в Алмате, это он представлял интересы, он более подробно с юридической точки зрения расскажет. И я хотела бы задать ему вопрос, и он дальше продолжит. Ринат, скажите, пожалуйста, вот если представить тот факт, что якобы мой отец или ТОВ завод ЖБ-25 должно бюджету те же 167 миллионов, как вы можете ответить? Уважаемые участники сегодняшней конференции, меня зовут Иманаев Ринат, я являюсь юридическим консультантом. В свою очередь, я не вправе комментировать не вступивший в законную силу приговор, но по просьбе доверителя я сегодня принимаю участие в настоящей конференции, и по тем процессам обжалования, в которых я лично принимал участие. Дело в том, что я начну, наверное, с начисления налогов. 17 ноября УГД по Жетысуйскому району города Алматы проводит незаконные начисления по результатам налоговой проверки, и это начисление датируется 17 ноября 2020 года. Это, как было установлено постановлением городского суда города Алматы, это были суммы КПН в размере 146 миллионов, НДС в размере 82 миллиона 651 тысяча. Из 146 тысяч, 138 из 146 миллионов 210 тысяч, 138 миллионов является суммой по начисленным налогам по результатам проверки, по их мнению. Далее, как уже она выступила, было обжалование в специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы. В данном суде в удовлетворении заявления товарищества было отказано, но справедливость восторжествовала в суде апелляционной инстанции суда города Алматы. Суд апелляционной инстанции, апелляционная коллегия постановила признать незаконными действия РГУ УГД по Жетысуйскому району от 17 ноября по начислению одиночным реестром задолженности в адрес налогоплательщика. Данные суммы налогов, которые мною были озвучены, они являются налогами, то есть по основному долгу по налогам. Есть основной долг, есть пеня, как мы все знаем, да?
После вынесения постановления товарищество обращается непосредственно в УГД по Житесуйскому району города Алматы и с требованием об исполнении постановления суда города Алматы от 22 апреля 2021 года. И Управление государственных доходов данное письмом от 31 мая 2021 года оно сообщает об уменьшении незаконно начисленных сумм КПН и НДС по результатам налоговой проверки. Как я уже до этого обращал внимание прессы, это основной долг по этим видам налогов. Далее вот она уже озвучила постановление. Ренат, вы самое главное скажите, пожалуйста, да, сейчас. Вот сейчас я буквально, чтобы было понятно. Далее, по результатам налоговой проверки по лицевым счетам налогоплательщика были проведены размеры пений. Товарищество буквально в начале декабря 2021 года обращается в УГД по Житесуйскому району и, ссылаясь на постановление суда от 22 апреля 2021 года, просит уменьшения на незаконно начисленных сумм пений по корпоративному подоходному налогу и НДС. Данное УГД письменно сообщает 28 января текущего года о том, что лицевые счета приведены в актуальное состояние. Что означает приведение лицевых счетов в актуальное состояние? В данном случае суммы незаконно начисленных пений по результатам налоговой проверки, они были уменьшены непосредственно Управлением государственных доходов, что подтверждается данными лицевых счетов по заводу ЖБИ-25. Уменьшение было произведено по НДС и по КПН соответственно. Теперь в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции по рассмотрению уголовного дела, переживая за отца, она обратилась ко мне с таким вопросом. Я приведу прям буквально. Вот если на минуту представить, что мой отец виновный, вот вы вот специализируетесь на налоговых спорах, кого вы из органов государственных доходов видите потерпевшим? И при этом она был мотивирован вопрос, чтобы я опирался на требования законодательства, а именно налогового законодательства. Вот теперь все начисления по налогам, да, мы все знаем, и вот даже как граждане, плательщики налогов, да, я приведу пример, будь то имущественный, транспортный, земельный налог, да, мы знаем, что органы госдоходов начисляют данные суммы по вашим лицевым счетам, да, и в случае отсутствия оплаты выводится отрицательное сальдо, то есть это обстоятельство признается налоговой задолженностью. Теперь вот это установлено требованиями статьи 97 действующего налогового кодекса о том, что учет налогов ведется по лицевым счетам. Далее из требований статьи 189 следует, что налоги и платежи должны поступать в соответствующие бюджеты республики, области, города областного значения, города республиканского значения и так далее. Статьей 306 установлено и 425 действующего налогового кодекса установлено, что КПН и НДС уплачиваются по месту нахождения юридического лица. Чтобы было понятно, я объясняю тем, что если юридическое лицо находится в УГД, к примеру, по Саракинскому району, да, то, соответственно, это юридическое лицо данные налоги уплачивает именно туда. И как бы мотивируя вот этими требованиями законодательства налогового, мною выражено мнение о том, что в данном случае это может быть либо с УГД по Саракинскому району, где вы находились
на регистрации после Актобе, и либо это УГД по Житесурскому району, где вы находитесь вот сейчас. То есть местонахождение юридического лица определено вот на момент вступления в силу документов, которыми якобы подтверждается задолженность по результатам проверки. Вот, собственно, мною был дан такой ответ. То есть получается как, если, я как вас понял, если есть претензии, скажем, территориального налогового органа в лице, там, скажем, Жетысурского районного, да, то, соответственно, наверное, и ДЭР города Алматы как минимум должен реагировать и заниматься, а не Актюбинская область, так получается? Почему именно справку используют из Жетысурского районного налогового органа в уголовном деле Актюбинской области? Я здесь немножко поправлю в той части, что в данном случае следствие вело на ДЭР Актюбинской области, да, и возникает вопрос, а кто является потерпевшим органом. Да, и я только что как бы нормами налогового законодательства, опираясь на нормы налогового законодательства, мотивировал то, что фактически по данному уголовному делу УГД по городу Актобе не может быть признано потерпевшим ввиду того, что по месту нахождения завода ЖБИ-25 на момент возникновения вот этих налоговых обязательств завод не находился на учете. А требования законодательства говорят о том, что данные налоги должны уплачиваться по месту нахождения юридического лица. Коллеги, есть вопросы? Сұрақтарыңыз бар болса? Жаңа сіз айттыңыз ғой, үлкен лауазым тұлғалар тұр деп. Соның нақты атын атай аласыз ба мәселен? Олар кімдер мәселен? Қандай қызмет атқарады? Орысша жауап берейін. Иә. Я смело могу утверждать, что на данный момент приговор вынес судья Жанас Куанышев, судья суда города Актобе, суда номер 2. Также гособвинитель Асет Арыков и прокурор Актюбинской области Марат Каджанов. Также я сейчас не могу назвать имя, но я скажу так, что за этим всем стоит один из бывших акимов Актюбинской области. Жоқ. Я считаю, что этим должны заниматься органы, которые уполномочены на выяснение. Мы неоднократно обращались с заявлениями, и я думаю, что если будет интересно и кто-то будет проводить журналистские расследования, я готова полностью предоставить информацию. Біздің естуімізше, қазір Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов деп айтылады. Сол рас па? Ол сұраққа жауап бере алмаймын. Жақсы, рахмет. То есть на руках у вас есть определенные доказательства и факты, которые могут подтверждать, что есть прямая заинтересованность тех лиц, которых вы назвали? Да, у меня есть приговор на руках, он общедоступен в судебном кабинете. Приговор 29 декабря 2021 года под председательством судьи Куанышева, гособвинитель Асет Арыков и также следователь ДЭР Данияр Уразалиев. Скажите, у меня еще вопрос такой, но все-таки взыскание там дополнительных налогов в виде там 146 миллионов или 147 миллионов тенге, да, но это же как минимум, наверное, гражданско-правовые отношения, когда в гражданском порядке обычно налоговая истребует эти средства. Почему именно уголовное дело и почему вот такая неразбериха, абсурдность ситуации заключается? И обычно, если даже такие уголовные дела, то, насколько нам известно, в 90 как минимум 5% обвиняемым, подсудимым назначается наказание в виде штрафов. А здесь действительно серьезный срок, тем более больному человеку. Что в этом вы видите? Я считаю, что за этим стоит
предстоит вот попытка рейдерского захвата завода по оценочной стоимости, которая на сегодняшний день стоит около 2 миллиардов. И, как я уже ранее говорила, что данный завод, то есть активы данного завода, нигде не заложены, ни в каком банке второго уровня, хотя до 2019 года, на протяжении 20 лет, он был объектом залога в различных банках. Ну, то есть были деньги взяты для оборота, для оборотных средств. И на данный момент, вот с 2019 года, точнее, с 2017 года, нам не дают работать, и мы не можем при наличии арестов, ДЭР арест наложил на имущество, были ограничения налоговой службы. На данный момент ограничений нету, то есть это говорит о том, что задолженности нет, как по основному долгу, так и по пени. Но есть приговор, есть срок, который у мой отец 2-й месяц уже отбывает незаконно, и у которого сейчас иск как на физлице в размере 167 миллионов, который даже, допустим, если оплатить, во-первых, у нас есть справка, вот тоже сейчас предоставим, что налогоплательщик не отсутствует в городе Актюбе, Актюбинской области. Мы относимся к Алмате. И получается, что даже если допустить, что мы оплатим эту сумму, она будет как на депозите висеть, и она не будет куда-то распределена, потому что нету обязательств. Нету долгов, да. И вот эта абсурдность вообще, то, что... Еще хотелось бы, знаете, почему я считаю, что здесь идет как бы заинтересованность таких высокопоставленных людей, потому что судья сказал, что оглашение будет в онлайн-формате 27 декабря в 10 часов утра, понедельник. Далее приходит СМС моему отцу суда, где пишется, что переносится оглашение на 28 декабря, также в режиме онлайн. Далее переносится на 29 декабря, также есть СМС онлайн-заседание. И в среду, 29 декабря, с 10 утра переносится на 11 часов. В 11 часов, находясь в офисе нашего адвоката, мы были шокированы приговором, где отца приговорили к 2 годам 6 месяцев. И возникает вопрос, как по словам нашего адвоката по уголовным делам, из его 10-летней практики, впервые судья назначает оглашение онлайн, то есть это уже подразумевало оправдательный приговор. Почему мы шли до конца? Например, если бы мы считали, что мы должны или виноваты, мы могли бы заключить процессуальное соглашение с прокуратурой или следствием. Нам неоднократно предлагалось рассрочку и так далее. То есть как по нереабилитирующим основаниям. Да, правильно я говорю? То есть это есть понятие реабилитирующее, есть нереабилитирующее. То есть они хотели, чтобы мой отец был судим и признал вину в том, чего он не совершал. И мой отец сказал: я не преступник, я ничего не делал. Я как платил налоги, к слову, ежегодно оплачивается минимум 100 миллионов тенге заводом в бюджет государства. Но так как этот завод интересен определенным людям, происходит то, что сейчас директор и учредитель в СИЗО, 125 человек обращения на имя акима области Уразалина, акима города Шахарова, президенту Токаеву и премьер-министру Смаилову. Тоже для обозрения предоставим. 125 человек подписали, что они могут остаться без работы. И то, что я зачитаю, в общем тут написано. Значит, заявление: мы сотрудники ТО «Завод ЖБ-25» общей численностью 125 человек. Данным обращением просим вас обратить внимание на незаконные действия со стороны судьи суда номер 2 Куанышева, прокуратуры Актюбинской области и Департамента экономического расследования Актюбинской области, а именно незаконного приговора руководителя нашего ТО «Завод ЖБ-25» Кучербаеву Ильмусыну Тулебаевичу, работающего с 1996 года директором нашего завода. За время 25-летней работы зарекомендовал себя как порядочный и ответственный руководитель, всегда отзывчив на любые проблемы нашего коллектива. В такое сложное время мы, 125 сотрудников, включая наши семьи и детей, можем остаться без работы. Просим принять меры по восстановлению справедливости и отменить незаконный приговор. Список сотрудников, 125 человек. И я хотела сказать, что у меня было свидание с отцом, и первый вопрос был, это было где-то 12 число,
Первый вопрос был, оплатили ли мы своевременную зарплату 125 работникам. То есть, сидя там, он переживает в первую очередь за своих работников, потому что они могут завтра остаться без работы. И ИТР, то есть это работники офисов, это в основном предпенсионного возраста, которые работают более 20 лет на этом заводе, и которые хотели бы уйти на заслуженный отдых с этого предприятия. Но у них сейчас стал вопрос, будут ли они завтра трудоустроены. Скажите, а вы говорите, что уже на протяжении нескольких лет испытываете серьезный прессинг и давление со стороны органов, чиновников. То есть ваша история, она долгая. То есть это не кажется ли, что какой-то, может быть, местью там или еще что-то? Первый вопрос. Второй. Вы непосредственно были на приеме акимата, акима, прокурора, там, не знаю, областного суда, чтобы донести до них вот эти все факты и моменты? Я была, с отцом мы были на приеме у прокурора области Кайбжанова дважды, я была 3 раза. Мы были на приеме у генерального прокурора Асанова в 2017 году. Я лично была на приеме у председателя по гражданским делам Верховного суда. Неоднократно была у председателей Актюбинского областного суда, это вот Акитай, который был ранее. Но я хочу сказать, что очень долго и очень тяжело добиться приема высокопоставленных чиновников. И когда ты добиваешься, даже вот у нас в апреле, вот Ренат тоже участвовал, был онлайн-прием у министра финансов Жамалбаева, которому мы все более подробно изложили, данная запись велась также онлайн. И мы озвучили даже имена, так как он непосредственный руководитель и является министром финансов, и которому, наверное, нетрудно было разобраться вообще во всем, что происходит с 2017 года с нашим предприятием. Но это осталось все на уровне отписок. Я хочу отметить, что у нас есть очень много ответов. Вот, например, мы обращаемся на прокурора области, генеральному прокурору, но оно приходит опять в Актюбинскую область, самому же этому областному прокурору, то есть на те действия незаконные, которые мы жалуемся, рассматривать, естественно, он не может сам себе сказать, что он не прав. Естественно, он будет говорить, что он прав, и это мы недовольны там чем-то. Но это по логике же понятно, что человек не может, тем более занимающий должность, и он не может сказать, что он не прав. И он не будет до конца говорить, что да, он там ошибся. И эта практика продолжается в Актюбинской области. Просто очень тяжело достучаться вообще до чиновников, именно чтобы они разобрались, потому что здесь факты налицо. И сейчас то, что мы находимся здесь, я надеюсь, что это откликнется и наконец-то в этом поставят точку. Потому что мы уже, у меня ни здоровья нету уже, и авторитет его подорвали. То есть в 62 года он не заслужил такого отношения. И я хочу сказать, что на протяжении 20 лет завод всегда помогал акимату по просьбе, юрты ставили на Наурыз, мечеть, церковь, весь ЖБИ это был предоставлен на безвозмездной основе. Конечно, нельзя говорить, хвастаться этим. Я не хвастаюсь, я просто хочу сказать, что когда завод нужен был, тогда было какое-то коннект, как называют, с акиматами. Но сейчас мы уже на протяжении 2 лет обращаемся на имя акима области. Нас просто игнорируют, нас не видят и нас не слышат. И когда президент говорит о слышащем государстве, возникает вопрос, а где оно, слышащее государство? Если мы, допустим, имея возможность нанимать лучших юристов, адвокатов, не можем достучаться, которые профессионально излагают и пишут все обращения и жалобы, мы не можем достучаться уже с 2017 года ни до кого. Что говорить о людях, которые не имеют возможности обратиться к юристам, к адвокатам, которые просто сейчас находятся, не знаю, в тяжелом состоянии, и так и уходят, и умирают, и так далее. То есть это
Я не знаю, у нас, как говорится, не нужно даже, наверное, врагов, потому что у нас такие как бы определенные чиновники, которые думают только о своем кармане. И я смело об этом заявляю. Я хочу предупредить еще раз, если какие-нибудь негативные действия будут в отношении моего отца, я буду это расценивать как незаконность и то, что я открыто говорю, о чем они хотят умолчать. Есть вопросы, коллеги? Сұрақтар жоқ болса, көп рахмет. Пресс-конференция аяқталды. Рахмет.